Учрежденный Международной диабетической федерацией совместно с Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году Всемирный день борьбы с диабетом служит важным напоминанием всему прогрессивному человечеству о неуклонном возрастании распространенности заболевания. В этот день во всем мире проводится акция «День открытых дверей» для того, чтобы любой желающий мог проверить свою глюкозу крови и оценить риски развития у него сахарного диабета. Цель таких мероприятий – это повышение осведомленности населения о сахарном диабете и его осложнениях. Тем более, что распространенность во всем мире неуклонно возрастает и уже приняла масштабы неинфекционной пандемии. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году сахарный диабет станет 7-м в списке причин смертности людей. Исходя из информации ВОЗ, число страдающих диабетом в мире за последние 40 лет выросло в 4 раза. Диабет – серьезное заболевание, при котором риск преждевременной смерти возрастает в несколько раз. По последним данным Международной федерации диабета, каждый 11-й житель планеты страдает сахарным диабетом. Это около полумиллиарда человек. Каждый второй пациент с сахарным диабетом об этом не знает. Общие симптомы сахарного диабета – это сухость во рту, это учащенное мочеиспускание, особенно в ночное время, это жажда, это потеря веса, слабость, это сухость кожных покровов, зуд и частые гнойничковые инфекции кожи. В Абхазии ежегодно проводятся акции и мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с диабетом. Юлиана Кубрава отмечает, что подобные акции очень важны. Осведомленность людей о болезни помогает в ее выявлении и лечении. В нашей республике заболеваемость сравнима с мировой статистикой. Причины распространения сахарного диабета носят комплексный характер. Это увеличение числа людей с избыточной массой тела, рост распространения ожирения, а также низким уровнем физической активности населения. Во многих случаях развитие диабета и связанных с ним осложнений можно отсрочить или предотвратить за счет здорового питания, регулярной физической активности, поддержания нормальной массы тела и отказа от вредных привычек. Весь день в Республиканской Сухумской больнице любой желающий мог бесплатно измерить уровень глюкозы крови и, возможно, выявить заболевание на ранних стадиях. С утра до обеденного времени в больницу пришли 35 человек, желающих проверить свой уровень глюкозы. Сахарный диабет относится к хроническим заболеваниям, симптомы которого прогрессируют с течением времени, а потому своевременная диагностика необычайно важна. Коварство сахарного диабета заключается в том, что он может протекать и бессимптомно, то есть незначительное повышение глюкозы в крови пациент может не ощущать, в то время как даже незначительные колебания глюкозы крови способны вызывать осложнения. От момента заболевания до постановки диагноза могут проходить годы. Часто пациенты узнают о том, что они больны сахарным диабетом уже по факту осложнений. Поэтому крайне важно, особенно людям с повышенным риском развития сахарного диабета и преддиабета, проходить ежегодный контроль глюкозы крови. В честь Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом культурно-благотворительный фонд Ашана в рамках месяца волонтерского фандрайзинга разместил в республиканской больнице копилку добра. К нам с предложением обратились работники консультативного отдела республиканской больницы с предложением принять участие в нашей акции «Месяцы благотворительного фандрайзинга». То есть в рамках этой акции будет установлена в консультативном отделе копилка добра, где каждый желающий может внести свой вклад на лечение нашего подопечного Астана Адлипа, у которого был выявлен сахарный диабет. И мальчику необходимо установить специальный аппарат, который будет регулировать уровень глюкозы в крови, чтобы ему не приходилось ежедневно в течение несколько раз в день даже прокалывать свои пальчики. Акции, приуроченные к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, пройдут во всех городах республики и продлятся практически всю неделю. Общественная организация «Диабетическое общество Абхазии» проводит благотворительную акцию «Сахар в норме», в рамках которой также каждый желающий сможет измерить уровень глюкозы крови. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.